Жители 23-го дома по улице Большая в Верхнем Аксаковке ждут переселения без малого 20 лет. Согласно озвученным срокам мэрии Сыктывкара, в непригодных условиях жить им еще 7 лет. Долгим сроком расселения заинтересовалась прокуратура Коми. Ближайшее судебное разбирательство намечено на 15 ноября. На него жители возлагают большую надежду и ждут, что ситуация сдвинется с мертвой точки. Наталья Юрина побывала в гостях у переселенцев и увидела, в каких условиях люди вынуждены проживать. В череде деревянных домов издали 23-й на улице Большая ничем не выделяется, но стоит подойти поближе, неприглядные детали бросаются в глаза. Средняя часть строения просела, вместе со стенами повело и крышу. Двери соседних квартир поддерживают друг друга, другие параллельно стоят под наклоном. Крыльцо в одной из квартир отсутствует, остальные ступени жильцы подлатывают сами. Ремонтируют и боятся новых потерь. По их словам, если зима будет снежной, неустойчивые веранды не выдержат и сложатся. Отопление в доме нет. Из-за холодной температуры в квартирах жители живут в режиме паровой бригады. Вот у нас две печки, вот одна это в зале, вторая на кухне. На кухне уже развалилась печка. Остался только стояк в зале, но он в принципе не греет. Если мороз и ветер, печку протопишь, тепла хватает только на 2 часа. Все. Это надо печку не тушить. Это как кочегарка получается. Днем и ночью, чтобы она горела. Топили мы печку, это все тепло поднималось у нас, значит, наверх. Крысы у нас жили, получается, не в полу, а на потолке. Вот эти вот все углы, они у нас, которые вот, поквартирные углы, все это было погрызено. В самих квартирах ситуация не лучше. Внутри дизайн временем. Стены и полы волнами, потолки держатся на шкафах. Мы здесь уже не живем, поэтому вид такой запущенный. Не очень все так это прилично смотрится, но тем не менее, хотя бы даже вот по этим шкафам, вот крен крен у полов, просто вот шкафы, я не знаю, еще чуть-чуть, мне кажется, они просто вот так раз и лягут на пол. Потом вот вы тут стоите, вот смотрите, да, во. Семья Сергеевых с такими условиями не смогла смириться. Взяли квартиру в ипотеку, переехали. Признаются, устали ждать. Сожалеют, что раньше не стали выбивать расселение по примеру 2 соседей, которым по решению суда удалось переехать еще в 2008-м. Спустя годы вопрос подняли на одном из собраний жителей с представителями мэрии Сыктывкара. На этом собрании озвучила вот это вот все господину Можигову Александру Александровичу, сказала, что дом в 2008 году был признан аварийным. С его слов, я услышала, что дом-то, оказывается, уже признан в 2003 году аварийным и подлежит расселению только к 2028 году. Несмотря на то, что семья здесь не проживает, в квартире прописано: за коммуналку платят в срок. Иронично, но даже за содержание и ремонт помещения отдают по 500 рублей в месяц. Платежи платежами, а результат на экране. Соседи на улице добавляют, что не только 23-й дом в ужасном состоянии. Такую неприглядную картину можно увидеть и в других помещениях на улице Большая. Доски даже на крышу не дают. Все у нас все рухнуло. Сами своими руками все делают. А толку что делать? У нас все потолки, все текет и ничего не делается. Что еще говорить? Также соседи жалуются. Писали, сколько обращались, и ничего не делают. В поисках справедливости жильцы 23-го дома обратились к адвокатам и в прокуратуру. Ведомство затянувшееся расселение по срокам заинтересовало. Ближайшее судебное разбирательство запланировано на 15 ноября. Жители признаются, что потухшая с годами надежда на долгожданное новоселье вновь начала теплиться в семейных кругах. Наталья Юрина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.